Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Сегодня будем оставлять отзыв на книгу Халид ибн аль-Валид под авторством Акрама «Крушение империи». Я, если честно, очень редко оставляю отзывы на исламскую литературу, потому что не являюсь богословом, у меня нет исламского образования, и считаю, что это работа больше исламских ученых, но тем не менее некоторые эпизоды в этой книге, с которыми я столкнулся, меня, если честно, очень сильно удивили. Во-первых, автор является не богословом, а обычным историком, военнослужащим, в отставке, генерал-лейтенантом пакистанской армии, и его полное имя Али-Ага Ибрахим Акрам. То есть, как минимум, уже нужно задуматься над тем, насколько этот человек имеет профессиональное, моральное право писать о жизни сподвижников и о жизни пророка. В его книге я нашел несколько пренебрежительное описание различных эпизодов. Например, описывая речь Халида, он говорит, что Халид сердито рявкнул на кого-то. Это вот рявкнул, пробормотал, прошипел, прохрипел, очень часто упоминается. После слов пророка, после слов сподвижников нет упоминаний ни алейхиссалату вассалям, ни разиаллаху анху. Далее, описывая речь Биляля асхаба разиаллаху анху, он говорит, там был и негр Биляль. Биляль не был негром. Биляль был лучшим из асхабов пророка, алейхиссалату вассалям, и упоминание его в таком ключе также считаю неэтичным. Но автор на этом не остановился. Он пытается манипулировать нами, заставляя нас занять позицию одного из сподвижников и осуждать тем самым даже в душе другого сподвижника. Например, пишет на 183 странице. Умар продолжал. Меч Халида чинит самоуправство, его следует доставить домой в оковах. Дальше он продолжает. Умар настаивал, но этот враг Аллаха убил мусульманина и взял его жену. Во-первых, само собой, вот этот эпизод, который приводит автор, был мною проверен. В частности, я попросил одного брата, который разбирается в исламской терминологии, юриспруденции, насколько это достоверно, этот эпизод не был достоверным. Но даже если представить, что какие-то из недопониманий были действительно правдой, с какой целью автор заставляет нас, разделяя их позиции, занять сторону одного сподвижника и с таким, мягко говоря, недопониманием относиться к позиции второго? Для чего он это делает? На мой взгляд, есть какая-то глубокая цель. Как мы знаем, есть течение в исламе, которые не любят сподвижников, в частности, Абу Бакра и Умара. Может быть, это сделано поэтому, может, по каким-то другим причинам, но, тем не менее, считаю недопустимым обсуждать и осуждать в таком ключе жизнь сподвижников. И добило меня 184 и 185 страницы, в которых автор пишет. Однако в умах некоторых арабов, особенно таких, как Умар, еще раз повторюсь, Умар не был каким-то арабом. Умар был, разиаллаху анху, лучшим из арабов, который пожертвовал всем, что у него было, ради распространения ислама. И, казалось бы, книга посвящена Халиду, но что он пишет на 185 странице? Каким замечательным человеком был Малик, и какая трагедия в том, что он пал жертвой, внимания, похоти Халида. Говоря о том, что, намекая на то, что якобы Халид воевал не ради развития ислама, не ради его распространения, не ради искренних своих побуждений веры в Бога, а какой-то похоти. Я очень опасаюсь даже мысли о том, что здесь написано. И в завершении эпизод, о котором я говорил еще вчера, как бы там ни было, пишет на 185 странице автор, Малик погиб, а прекрасная Лайла, обладательница изумительных глаз и, простите меня, прелестных ножек, стала женой Халида ибн аль-Валида. Во-первых, я думаю, что автор как минимум не видел эту Лайлу. Во-вторых, даже если в каких-то учебниках или в каких-то исторических справках описана ее внешность, никакого морального права обсуждать ее в таком ключе, описывая ее ножки, он не имеет, на мой взгляд. Если он действительно питает какие-то теплые чувства к исламу, к асхабам и к пророку. В этой связи я считаю, что распространение этой книги и данного автора является нецелесообразным. Это сугубо мое личное мнение, вы можете придерживаться какой-то другой позиции. С нашего маленького скромного магазина мы эту книгу с полок снимаем и больше ее продавать, иншаллах, не будем. Поэтому советую быть немного бдительными при распространении данных трудов, потому что одно дело, когда кто-то пишет, какие-то историки, там, я не знаю, политики, писатели, поэты, и они же ее распространяют. Другое дело, когда эта книга идет по рукам у мусульман. Так что прошу Всевышнего, чтобы он позволил нам видеть истину, исследовать ее и остерегаться от лжи. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Книги ставлю 0, не рекомендую.